Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что вас ждет? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. Думайте о чем-то тяжелом, сложном. Человек собрался в бой. Показывает женщину, которая ухаживает за собой, вкладывает в себя, смотрит за каким-то своим ростом, личностным ростом. Растете, вам есть куда расти, вам есть что еще получить. Как по судьбе идут деньги, вас туда ведут. Даже вы человек, который отовсюду, может быть, иметь несколько источников заработка с разных сторон. Здесь человек, который бесконечно о чем-то думает. Также здесь вас считают, что вы царица, королева, или вы ведете себя так, что касаемо общества, окружающие вас считают именно такой главной, ну или вы именно в их глазах такая королева, огненная, страстная, горячая, активная очень. Сейчас вы все и сразу делаете, выполняете. Также здесь, я бы сказала, это человек такой, у которого такой функционал. Выполнять все и сразу. Здесь не обязательно огненная позиция, здесь по себе такая натура женщины. И она умеет всегда позаботиться о себе. Всегда. И о своих близких, домочадцах. Рискованная бываете, рискуете. И вы знаете, вы еще такая дама, которая вот скажет, как отрежет. Торопливая или быстро разговариваете, постоянно куда-то спешите. Даже вот у вас нету времени на кого-то. У вас на себя-то времени мало. Но вот что касается именно внешнего вида, здоровья личного, вы об этом думаете и делаете. По крайней мере, заботитесь о своем здоровье. У вас за день происходит очень много каких-то событий, когда вы куда-то выходите, у вас и там что-то, постоянно какое-то движение. Вообще человек вы очень яркий, пронзительный, вы до костей, как сканер, все увидите. Здесь хорошо работает интуиция. Здесь первое, что замечено, это ваша красота, внешность. Возможно, здесь даже есть завистники, от которых вы закрываетесь. Вы скрываете на сегодняшний день информацию о своих каких-то целях, планах, делах. И также здесь человек, который особо не делится ничем. По крайней мере, на сегодняшний день. Вы любите поболтать, но о чем-то, возможно, поверхностном. Или послушать какие-то новости. Но вы о себе мало чего стараетесь говорить. По крайней мере, сейчас. Были в вашей жизни какие-то ошибки, из-за которых вы жалеете, что вы сказали что-то, и это обернулось как-то нехорошо. Также вы сейчас под впечатлением чего-то, может быть, загорелись на самом деле какой-то целью, каким-то желанием своим, хотите этого достичь, исполнить. Здесь, кстати, могут смотреть женщины, которые могут работать в сфере красоты. Но вы и сама можете о себе тоже заботиться. Что касаемо внешности, красоты. Чувствуете, что вас обидели? Думайте об этом много. Вы знаете, вы обиды держите внутри. Вам надо это выпустить пар. И я бы сказала, даже не брать близко к сердцу того, кто несерьезно, возможно, относится к вам. Здесь нужно проявить уважение к себе. Вы будете уважать себя. И вы почувствуете и увидите, как вокруг все начинают вас уважать.
И около вас начинают сразу же вас окружать, вернее, именно люди с положительной энергией. Здесь есть кто-то, о ком вы очень сильно переживаете. Скорее всего, это может касаться быть... Здесь и финансы, и чувства могут. Здесь, знаете, вот даже может быть ссора из-за денег или конфликтные ситуации. Все касается денег. Вы стремитесь быть счастливой. Вы как-то облагораживаете себя и тем самым делаете себя счастливой. Окружать стараетесь себя чем-то позитивным. Да, вы уходите именно... Вы понимаете, что это не несет ничего положительного для вас, и вы стараетесь на все или смотреть, по крайней мере, или смотреть на все позитивное. Вы хотите добиться успеха, и вы к нему придете через какого-то мужчину. Но и через ваши действия однозначно. Здесь будет как шквалом сразу же придут какие-то или известия, или много свалится чего. Вы с этим быстро все решите и возьмете победу в свои руки. Но при том вам поможет мужчина. Вот так. Вы бываете, и тут 4 стихии женщины в одной женщине. Здесь, я бы сказала, взгляды мужские вокруг вас вьются. Здесь и недоверие к этим мужским взглядам у вас. Вы не верите. Также есть в вашем окружении мужчина, который... Вы знаете, вы ему нравитесь, но вам такие мужчины точно не нравятся. Или он вас задолбал уже, вот как говорится. Или, вы знаете, если бы такой человек вам подошел, он вами пленен. И вот если бы он к вам подошел, вы бы сразу бы его, хочется сказать, отшили, послали. Или бы просто бы не воспринимали всерьез, в расчет. Вот так. Вы сейчас надеетесь на какую-то удачу, возможно. Также здесь отправляетесь в путь, в дорогу. Если вы не знаете, дорога будет точно. Точно, связанная с финансами. С финансами. Кто-то вам, может быть, или задолжал, тоже поедете за долгом здесь кто-то частично. Кто-то поедет. У кого-то именно частично вернут деньги. А у кого-то именно дорога, связанная с деньгами, с работой. Или куда-то повезти какие-то деньги, или получить их тоже. Хорошо. Если с вами проигрывает портрет, давайте смотреть дальше. Что вас ждет? Ваши будущие события посмотрим. Что вас ждет? Внезапно исполнение вашего желания, вот как вы хотели будет. Но кто-то на вас даже обидится, потому что он хотел или она хотела тоже это взять. А взяли вы. Здесь есть место быть какой-то чьей-то обиде со стороны на вас. Это, скорее всего, коллектив. Даже, я бы сказала, вам повезет в работе в чем-то. Или вы заберете какого-то клиента, а вам будут, вот знаете, злиться на вас. Обижаться. Даже больше обижаться. Что не им. Насчет чувств, эмоций вы обнулите себя. Вы перестанете думать. С Божьей помощью, хочется сказать. Или вы помолитесь, и вот именно пройдут эти мысли. Вы будете вот смотреть на новые какие-то цели, на новые возможности, вокруг видеть сразу же, начнете какие-то дела, которые нужно сделать, важные для вас, для ваших именно успешных, может быть, дел, или успешные проекты, или это может быть, в принципе, изучение чего-то, какого-то проекта. Но вы туда будете смотреть, вы вот как отвлекетесь от какого-то человека. Даже вот знаете, как вы можете находиться вместе, но вы не будете на него обращать внимание, будете делать или же заниматься своими делами.
Вы будете эгоистически, именно здесь идет здоровый эгоизм, думать о себе. А как он будет, вам не важно. Вот он что-то натворил, поэтому здесь обида идет, поэтому здесь обнуление идет. Здесь, возможно, было даже вот предательство или, в принципе, недоверие. Человек неверный, хочется сказать, или любит поглядывать на сторону. А вам уже плевать, вам уже не интересно это. Вы смотрите на свои цели или на других мужчин. Я бы так еще сказала. Вы даже и других мужчин не воспринимаете всерьез. Здесь смотрит меня женщина, которая, может быть, даже, вот знаете, над противоположным полом посмеиваться может. В том плане, что вы все дурачки. Нету таких, нету сильных, нету уверенных, нету нормальных мужчин. Все или лоботрясы, или алкоголики и тунеядцы, или еще какие-то абьюзеры, альфонсы и так далее, да, то есть перечень такой, негативный. Вы можете на самом деле сомневаться вообще, стоит ли мне вступать в новые отношения, хотя хочется любви. Вот сердцем хочется любви, душой хочется любви, но здесь на самом деле такое внутри затмевает именно работа, деятельность какая-то, деньги, финансы, заработок, независимость. Вот какие-то такие мысли. Стань независимой, и тебе тогда эта любовь нафиг не нужна будет. Вот как-то так можете думать или рассуждать. Или вот как раз таки, да, вы понимаете, что не с чего лепить эту любовь, потому что вокруг все не то. Да, вы чувствуете или испытали какой-то обман, и вам кажется, что на самом деле все врут, все обманывают. Нету достойного партнера, нет на кого можно на самом деле положить свой глаз. То есть вы смотрите, этот не тот, и понимаете, что в одном, втором минусы. Так лучше мне остаться, может быть, одной, да, как-то заботитесь скорее о себе, о своей психике, я бы еще сказала. Старайтесь на самом деле отдаляться от отношений ради сохранения своего спокойного психологического состояния. Да, вы вот что-то приняли, что-то взвешиваете. Вы также человек, тут показывают, скорее всего, вы будете что-то анализировать. Вы по себе такой человек, да, который любит порассуждать о чем-то. Здесь женщина с глубокой интуицией, глубоко думает, но также вы еще будете не просто рассуждать, сидеть, но анализировать вообще в целом ситуацию для прояснения чего-то. Возможно, даже вот будете думать, идти мне, не идти, ехать, не ехать, уезжать, не уезжать, менять работу или нет, да, о чем-то таком глобальном важном. Вы хотите изменить свою жизнь, скорее всего, я бы сказала, даже будете менять. Но здесь вступится какой-то мужчина. Вот как бы вы, возможно, вы будете даже, знаете, вот есть такая практика, называется «никогда». Вот когда ты ее произносишь «никогда», вот оно начинает сбываться. Да, я не хочу, да я никогда не выйду замуж за того-то, или за иностранца, или вот за высокого, или за худенького, или еще чего, кривого, да, и так далее. Но вот когда это произносишь, оно так и происходит. И вот как раз-таки, может быть, вы, знаете, здесь ваше состояние именно такое, как тут сказать... Ну ладно. Состояние именно такое, что к себе никого не хотите подпускать, хотя в душе хотите, да, но вот тут именно кто-то заговорится именно никогда, и это произойдет. Притом наступит это тогда, когда вы этого не ожидали, или когда вы не были к этому готовы, да, случайная встреча, может быть, случайное знакомство, или просто поехала к подруге, а у нее сидел, например, друг, да, вот, и вот я с ним познакомилась, или еще как-то. Ну, то есть тут такая ситуация, что вы не ожидали чего-то, вас не предупредили, может быть, даже об этом. Случайно. Или пошла в магазин вечером в тапочках, как говорится, и встретила. Для вас еще все многое тут тайн каких-то, которые, знаете, вот идет та ситуация, когда вам на самом деле... Вам даже еще самой пока неизвестно, но будет все таким образом случаться, как снег на голову. Какие-то... И притом, знаете, такие ситуации, которые надо решать здесь и сейчас. Или да, или нет, говори уже быстрее. Вот как-то так с вас будут. Все в такой скорости быстро идет.
Даже, я бы сказала, здесь могут быть дороги, пути, разъезды какие-то. У кого-то короткие, даже вот туда съездить, туда. Обращение к кому-то, возможно, к людям, которые чего-то знают или имеют какие-то тайные знания. Это могут быть какие-то мастера практик и так далее. Мастера практик, например, тарологи. Консультироваться будете с кем-то. Кстати, даже, вот знаете, с такими людьми, которые с чем-то связаны, что касается тоже вашей ситуации, вашего положения. Возможно, люди будут давать вам какую-то нужную информацию, но здесь вы одержите верх, здесь одержите победу, здесь даже, вот знаете, у кого-то, если какая-то деятельность, связанная с известностью, да, вы можете прославиться. Но здесь, сразу говорю, показываю тайное лицо. Скорее прославитесь, но не будет ваше лицо видно. Вот как-то так. Или не будут знать вас в лицо. Здесь закрытая тайна лицом. Вы будете, знаете, оберегать свою, я бы сказала, тем самым свои какие-то личные границы, свою вот эту ауру, свое какое-то где-то нахождение. Это как, знаете, вот снимают видео, бывают, онлайн, да, где-то находятся, но скрывают локацию, например. Здесь какая-то, это все касается ради безопасности. Вы защищаете свои границы или никого не хотите подпускать, потому что обезопасиваете, то есть хотите себя обезопасить, вот так будет правильно. Вас уже подвешивали в жертву, и вы имеете какой-то не очень хороший опыт. Когда о многом говорите или имели опыт, когда вы сказали, где вы, и вот что-то, может быть, произошло. Даже уезжаете, может быть, не говорите куда, да, пока вы туда не приедете тоже. Здесь такой человек, который, возможно, скептически относится ко всему такому. Но также вы предельно осторожны. Боитесь сглазов каких-то, порчи, вот такого. Не хотите, и поэтому старайтесь молчать, держать в тайне. Что вас ждет? Очень много каких-то мыслей. И также ждет какое-то разочарование в женщине. Возможно, даже, вы знаете, как поругаетесь, поссоритесь на ровном месте, притом были подруги, или хорошо знали друг друга, или мило общались. Но вот как-то не поладите, и будете очень долго, или вот как-то выскажетесь, или она выскажется, и вы будете долго обмусоливать эту ситуацию. Кстати, эту ситуацию нужно выпустить, вообще об этом не думать. Скорее всего, пришел момент как раз-таки вас останавливать, но вас останавливать не нужно. Да, эта женщина, возможно, вот будет как каким-то камнем преткновения, на который не нужно обращать внимание, идти дальше. Или вот тормозить ваш путь, вашу дорогу. Возможно, даже вслед вам что-то может сказать. Не берите это в расчет и близко к сердцу. Мужчина вам идет какой-то помогать. Он, скорее всего, даже вот денежный, с деньгами или со связями, который сейчас терпит какое-то разочарование в измене. Кто-то ему изменяет. А он идет и кому-то помогает, и вам в том числе. Возможно, многим помогает. Здесь женщина какая-то изменяет, или человек придет к вам жаловаться, или вы узнаете информацию, да, что кто-то, какому-то мужчине какая-то женщина изменила, или имеет тайного мужчину на стороне. Женщина вообще пошла, хочется сказать, по рукам вот это. Может быть, вы узнаете, что кто-то там по рукам пошел. К одному, ко второму, гулящая. Так, еще что вас ждет? Скорее, это могут быть просто разговоры, но неприятного характера. Притом вы тоже знаете, смотрите на все это, и вот тут такая психология включается. Почему она так поступила с ним? Значит, он какой-то не такой, или как-то ведет себя по отношению к ней, что она так поступила. Вы здесь больше будете склоняться, наверное, даже на ее сторону. Вы что-то вспомните из своих отношений.
Вы туда, я бы сказала, эмоционально не загружайтесь, не берите это опять-таки глубоко в себя, потому что это на вас может перенестись или повториться ситуация с вами. Не берите это слишком близко к сердцу. Да, бывает, человек вживается в ситуацию чужого человека, особенно в проблему. Вот как раз таки, да, когда вам жалуется кто-то о чем-то или плачется и так далее, старайтесь быть немного хладнокровнее, да, вот не подпускать негатив к себе. Поэтому говорят, когда вот у кого-то на самом деле несчастье, да, что это несчастье переходит на того, кто это выслушивает, жалобу чью-то, вот каким-то образом. Или копируется, или именно происходит потом у человека какие-то проблемы на ровном месте. Старайтесь, да, быть вот тут содержать именно вот этот нейтралитет, какую-то такую границу немного. Да, случилось, но это не говорит о том, что вы какая-то хладнокровная. И с другой стороны, пусть каждый думает, как он думает. Здесь момент идет безопасности. Также можно держать камень, черный агат в кармане или зеркалом, чтобы на вас это не прицепилось. Понимаете? Что вас ждет? А вы будете от какого-то человека скрываться. Здесь человек в форме или человек, скорее при положении какой-то, или властный по себе, по натуре своей. Авторитет, может быть, человек, который добился многого. Человек такой, знаете, который давлеет, который имеет вес большой, может быть. Вы будете от него закрываться. Вы будете защищать, опять-таки, свои границы. У кого-то здесь возвращение бывших идет. Вы тоже не подпускаете, и вот даже морально не подпускаете. Человек звонит, вы трубку не поднимаете. Или человек говорит, вы стараетесь не впускать в себя, да, может быть, его какие-то манипуляции могут быть именно под давлением. Также какие-то слова его, что касаются вас лично. Вы не будете это воспринимать, может, или всерьез, тоже может такое быть. Может быть, вы и поднимете трубку, но вы будете именно игнорировать, вот как-то, знаете, защищаться. Может даже дерзить, вот как-то так. Дерзкой быть. Защищаете вы себя. Вы не хотите уже ничего общего иметь. Вот так. Да, тут такая позиция, я бы сказала, что вы со всеми равным счетом одинаково сейчас. Никого не подпускайте на свои личные границы. Старайтесь держать себя, вот защищать. Держать себя в руках, держать свои эмоции. Но что-то есть такое, что накопилось. И очень много мыслей у вас. Хорошо, смотрим дальше. Что вас ждет? Такая железная логика. О чем-то вы будете думать. Опять-таки, интуиция подсказывает, но вы еще здесь включать будете логику свою. Или же прилетает какой-то знак. Вы, хочется сказать, ищете в интернете информацию. Или, например, вы увидели случайные числа какие-то, но не случайные, именно одинаковые, может быть, или дата вашего рождения. Вы начинаете что-то об этом читать, может быть, искать информацию. Но я вам скажу, вы не просто так, вы знаете, бывает, вы посмотрите на числа, но как-то мимо ушей не обратила внимания, да, вот как-то всерьез не восприняла. А бывает, обратили на это внимание, сосредоточились и подумали, посмотреть, вот сердце ёкало, подсказывало, ну-ка загляни, что это означает. И скорее даже вот прочитаете вы об этом, не прочитаете. Тут самый важный тот момент, что вы на это обратите внимание. Вот как раз-таки будет знак каких-то ваших
положительных действий, или вот именно ты поступаешь верно, или думаешь на сейчас, в этот миг правильно. Вот так, как нужно. Даже если вам пришла какая-то идея, и вы резко посмотрели на часы и увидели одинаковые числа, да, эта идея как раз-таки несет в себе что-то. Это не так пустозвон или вода. Вес этой мысли или этой идеи есть вес. Здесь кто-то будет очень много работать, и вот, знаете, так целенаправленно, конкретно, даже не обращая внимания по сторонам, вы четко работаете, слаженно работаете. Я бы сказала, опять-таки, здесь есть перспективы, над чем вы будете работать. Тут я бы сказала, даже за что вы не возьметесь в целом, да, все будет вот как работать на вас. Имеет дальнейший рост, дальнейший какой-то денежный успех, мир. А здесь завершатся дела с какими-то ситуациями, которые долго решались, или бумажная волокита. Это закончится. Даже, я сказала, беспроблемно закончится, спокойно. Или вы закроете что-то, закрыть долг, закрыть штраф. Но вы это разрешите. Вы понимаете сами, здесь четко понимаете, вы уверены, что вы это легко разрешите. Но, опять-таки, будете подсчитывать скорее свое время, рассчитывать на что-то, да, по часам. Тут кто-то на самом деле очень часто начнет заглядывать на часы. Смотреть на время. Успею, не успею. Вам надо и то, и то, и то успеть. Также здесь вы сложите о себе какое-то такое, я бы сказала, новое впечатление у кого-то. Вы по-другому уже ведете, вы по-другому говорите, вы по-другому действуете, или вы что-то кому-то сказали, но уже действуете иначе, не так, как вы сказали, или делаете не то, о чем вы говорили, а совершенно другое. У кого-то здесь может идти речь о том, что вы будете на рабочем месте заметать какие-то следы. Да, тем самым, знаете, чтобы люди не знали о ваших каких-то планах, потому что люди могут помешать вам, да, или позавидовать, да что угодно, или кому-то что-то передать. Вы будете здесь заметать какие-то свои следы. Вы тут начнете вот, давайте так скажем, в чем-то даже хитрить. Знаете почему? Потому что вы хотите сэкономить свое время. Вам время сейчас будет важно. Будет именно момент, когда вы будете подсчитывать время. Я же говорю, что кто-то будет очень часто смотреть на часики. Слушайте, здесь вот хотите вы, не хотите, мужчина для знакомства идет, здесь общение идет, здесь, я бы сказала, даже романтическое свидание у кого-то, кто-то кого-то пригласит на встречу. Здесь может даже организоваться пара, да, мужчина все застолбит вас, или же, да, здесь может быть, опять-таки, вы, вот, хочется сказать, поменялись, да, и здесь отношения пошли иначе, в лучшую сторону. Кто находится в паре, да, кто хотел изменений в отношениях. Вот как вы хотели. Но вот знаете, что самое интересное? Вроде мужчина к вам, вроде навстречу, вроде уже и цветы дарит. Да, вы могли говорить, может быть, 100 лет от тебя цветов, ни цветов, ни подарков не видела, а тут ты что-то резко, да, стал цветы дарить. И тут закрадывается у вас вот какое-то подозрение. Будете подозревать, что здесь что-то не так. Да, здесь вот как-то не может такого быть. Значит, в чем-то человек как будто бы, как вы будете думать, врет или что-то скрывает. Это именно кто в отношениях. А кто одинок, здесь такое, я бы сказала, романтическое путешествие какое-то. Какая-то, может, даже дорога быть. Вы будете понимать, здесь может даже быть и не один мужчина, но вот вы будете понимать, что все идет к вам в руку, или все идет к вам, или мужчины
смотрят только на вас. Вишенка на торте. Будете чувствовать свое превосходство над другими женщинами. Даже, знаете, здесь какая-то легкость, здесь у кого-то вот как снижение веса. Или чувствуете внутреннюю легкость. Притом, знаете, здесь и подарки делают мужчины. Даже вы себя почувствуете в роли, что я могу все, и это моя психология. Так. Скорее даже вот кто-то будет использовать какие-то свои психологические приемы, знания в знакомствах с мужчиной, кто одинок. Даже здесь, вот знаете, как очаровать любого мужчину, или что нравится мужчинам в женщине. Да, вот какое-то такое, какая-то литература, может быть, какие-то такие вот трюки психологические. Вы понимаете, что знание – сила, да, и что вы знаете, это можно использовать в своей жизни как инструмент. Даже я бы сказала, вы знаете, чем будете очаровывать? Вот какой-то своей магией. Вы уже присутствуете, а в вас уже, хочется сказать, влюбляются. Или вы нравитесь. И здесь, что самое интересное, здесь женщины, да, будут даже чувствовать в вас соперницу. Будьте аккуратны. Здесь будет кто-то пытаться вот как-то, да, защищать свои границы, своих мужчин от вас. Небезопасные вы. Даже кто-то даже скажет, что вы ведьма или чародейка, колдунья, колдуете. Мужчины вот будут, как, знаете, помогать вам в чем-то. Вот в этом будет их проявление. Здесь не будет жесткости, здесь именно проявление. Но я вам скажу, женщины на вас могут ополчиться. Как в этом фильме «Малена», помните, как все ополчились? Вот может даже так. Здесь показывают, хотя вы женщина такая прагматичная, конкретная, с целью, да, вот вся такая твердая, жесткая можете быть. Но вот здесь придет какая-то, я же говорю, легкость. Такая, давайте даже представим Анну Седокову, да, вот такая вот легкость. Какая-то в некой степени игривость, в какой-то степени женственность, детскость. И вот тут как раз вот на все это женщины на вас ополчатся. Они будут чувствовать в вас конкуренцию. Здесь могут быть даже какие-то нелицеприятные слова в ваш адрес, или как раз таки сплетничать будут о вас, но говорить, что вы такая-сякая, о том будут сплетни. Но опять-таки не берите это всерьез. Каждый человек, игрок на арене, вы тоже, понимаете, и вы имеете право быть в игре или вести игру. Это ваша жизнь, это ваш метод, это ваши правила. Ваша реакция на то, чтобы улучшить свою личную жизнь. Понимаете? Момент здоровья, поправка по здоровью, или момент того, что кто-то начнет принимать какие-то добавки, витамины, которые пойдут на пользу. Сейчас нужен выход, сейчас нужно что-то решать, что касается здоровья уже сейчас, или момент таких профилактик, витаминов. БАДов, да, тоже может быть. Что-то зелененькое, водоросли, трава, хлорелла. Насчет хлореллы, да, о которой я вам говорила, она очень положительно влияет. Вот лично, что касается меня, она очень положительно влияет. Эффект виден сразу же. Чувствуешь легкость, чувствуешь состояние, да, вот как будто ты чист. Вот внутри, да, чувство бодрости, активности. И имейте в виду насчет хлореллы,
Пить ее нужно 1 столовую ложку на стакан воды, но ни в коем случае не перед сном, потому что она возбуждает, и вы в активности. То есть это нужно пить утром желательно или натощак, или да, после обеда, после еды. Вот так вот. Эффект сразу же наступает, чувствуете вот сразу же. Вот я брала с ментолом, но что самое интересное, почему я спрашивала вас насчет ментола, почему, да, именно со вкусом таким. Написали, спасибо за комментарий, написали комментарий, что бывает с привкусом у кого-то арбуза, у кого-то ментола, потому что чистым его пить неприятно. Но я вам скажу, с ментолом неплохо. И просто почему спрашивала, потому что на этикетке у меня вообще нигде не было написано ментол. Я увидела хлореллу и купила. Так вот, поэтому здесь могут быть какие-то профилактические работы, так скажем, над собой, над своим телом. Может это быть и гимнастика или фитнес-клуб и так далее, да, спортом, или ходьба скандинавская, ну, кто знает, или бег. Ну, вот что-то будете предпринимать для своего. Уже сейчас, карты говорят, уже сейчас делайте это. Солнышко, получение радостных эмоций от ваших детей, у кого здесь дети. Здесь я бы сказала, дети вас чем-то порадуют. У кого-то даже кто-то узнает о своей беременности в будущем, да. Здесь очень много эмоций. А у кого-то именно эмоции идут из-за детей. Кто-то будет рад за своих детей, у кого дети. Также идут приятные новости. Да не просто приятные, счастливые новости. Здесь туз кубков выходит еще. Вам предложат что-то, но здесь, что самое интересное, что вы не выберете, все для вас, да, отлично. Даже это могут быть новости о счастливом выборе того или того. Это вы хотите или это? И все и то для вас хорошо. Вот так вот, чтобы вы не выбрали. Даже здесь я бы еще сказала, кто-то проведет очень счастливо свои, например, выходные, да, очень счастливо. Здесь получение каких-то еще и выгод или подарков. У кого-то здесь вот даже, знаете, будет очень приятный звонок. Но здесь не просто звонок, опять здесь какие-то новости, которые вас обрадуют. Кто-то здесь узнает о беременности, кто-то беременный, забеременел, или у кого-то дети родились, может даже двойняшки, да, это может быть у кого-то шокирует, но будете рады. Также здесь еще на пороге человек, который хочет с вами поговорить, решить, окончательно что-то закончить, потому что человек, знаете, вы вот как дали шанс или дали зеленый, человек не замечает этого, да, что вы как-то направляетесь в его сторону. Вы вот дали зеленый, да, давай, иди, но вы для этого ничего не делаете. Или же, вот знаете, человек надеется, что вы дадите какой-то шанс, но здесь шансов нет у этого человека. Может, это тот человек, о котором как раз я говорила, не в вашем вкусе, которого вы или пошлете, или с которым быстро закончится диалог, даже не начавшись, вот так хочется сказать. После этого дорога какая-то, путь, у кого-то перелет. Перелет может связан опять-таки быть с деньгами, или дорога связана с деньгами. Быстрые у кого-то могут быть деньги. Здесь получите для себя приятную сумму, ощутимую сумму. Перспективы намечаются какие-то у вас, слушайте. Идет информация из потока, что у вас какие-то перспективы намечаются. Или вы что-то уже делаете, что сулит какие-то перспективы. Самое главное, никому о своих перспективах не говорите, потому что здесь уже кто-то нацелен на вас или подозревает вас в чем-то, что вы в чем-то будете скоро иметь какой-то успех, да? Вам нужно защищать свою территорию. Может, даже огонечком, свечечкой. У вас дома лежит кристалл, хороший кристалл. Лежит себе, купили или подарили. Но здесь он лежит вот как, знаете, ненужная вещь, а как раз таки кристалл или заряженный, или был в каких-то таких руках,
которые вот заряжают энергией денег. Возьмите его с собой, положите в кошелечек. Он нуждается в вашем кошелечке. Но здесь можете даже, вы знаете, очень хорошо носить на красной ниточке 3 монетки такие китайские, знаете, наверное, продают. Я думаю, можно поискать в интернете. Тоже хороший амулет. Но у кого-то здесь камешек или кристалл какой-то есть, который нужно бы в кошелечек положить. И сразу появятся деньги. Это магия. Это даже не то, что магия, что-то, да, от этого идет черное. Нет, здесь именно момент практики. Ритуал. Чистый ритуал именно несет в себе талисман. Энергию талисмана. Даже защита. Защита вашего дома. У кого-то можно этот талисман или этот камешек подвесить над дверью или положить около входной двери. У кого-то в кармашке можно носить, но лучше в кошелек положите. Вот смотрите, здесь сразу говорю, что будет женщина как-то пытаться на вас воздействовать. Мне надо ее остановить, в чем-то закрыть ей дорогу, путь. Хитро, незаметно, тайно. Лживая очень. Получает все вот с какой-то, вы знаете, все для нее имеет место быть. Деньги, выгоды, чувства, эмоции. И держать людей под какими-то эмоциями. Возможно, вы знаете, хочется сказать лиса, да, та, которая подбадривать может, та, которая может красиво говорить, но для того, чтобы были исполнены ее какие-то цели. А здесь такая хитрость, продуманность в ее словах, но говорит она мягко, приятно, может быть, даже. Хочется сказать, даже как залечивает, ну, или гипнотизирует. Но здесь скрывается ложь, чтобы было по ее. Возможно, даже над вами будет проводить какое-то воздействие, чтобы было все по ее. Она хочет каких-то выгод. Также здесь остановить может вас исключительно ради того, чтобы что-то у вас остановилось. Наказать вас за что-то. Вы переходите ей, как она считает, дорогу. Она кого-то ревнует. Слушайте, здесь все по-жесткому. Здесь, знаете, эта женщина у кого-то когда-то увела хитрым способом сама. И теперь она этого человека ревнует по отношению к вам. Хочет вас наградить именно по заслугам, через магию или через какие-то ритуалы. Здесь вообще темный лес, я вам так скажу. Притом показывает ваш какой-то опять святой оберег или молитва. Вам поможет молитва в данной ситуации. Чистка, молитва. Чистку можете найти в телеграм-канале, в закрепленных у нас есть. Под видео есть ссылка. Можете найти. О, да. Тяжелая ситуация в жизни. Здесь какая-то, может быть, нехватка каких-то финансов. Она пытается или работать много, заработать, но, опять-таки, хитрым способом. Может быть, есть основная работа и есть какой-то хитрый еще способ или способы. Пытается вас в чем-то охмурить. Вы как очиститесь, она потеряет деньги. Она потеряет, я бы сказала, даже какой-то доступ к вам. Или у вас будет защита. Здесь нету доступа к вам. Вам надо почиститься. Предупрежден, значит вооружен. Здесь будет закрывать пути ваши, дороги. Знаете, даже может такое у вас быть, что вроде бы как я знала, куда иду, но я засомневалась или запуталась. Притом вы четко знали что-то, понимали, или куда вы едете, куда вы идете. Но здесь вот как будто бы вы сами почувствуете на себе это. И когда вы это почувствуете, что что-то пошло не так, хотя планировалось вроде четко все так и будет так, но случилось все иначе. Вот здесь как раз такие воздействия. Сразу же
принимайтесь за чистку. В цикл убывающей Луны обязательно чистимся. В цикл убывающий. Потому что в цикл растущей Луны вы можете потерять очень много энергии. Могут пробиться каналы. Можете почувствовать слабость, слабый иммунитет и так далее. Цепляться все начинает. Поэтому именно в цикл убывающей Луны. У вас будет какая-то определенная дорога, но будьте аккуратны. Здесь вот, знаете, какая-то от нее именно идет помеха в этой дороге. Путь остановится или что-то сломается. Вот так. Лучше сразу сделайте чистку. Предупрежден, значит вооружен. Сейчас можно будет делать чистку с 6.11 по 19.11.2025. Так. Что вас ждет? Тут сама вы выходите. Здесь накопление ресурсов. У кого-то, вы знаете, как будто бы возвращение людей из прошлого. Но они не просто так к вам вернутся. Здесь даже кто-то и почистится на самом деле, и все встанет на круги своя. У кого-то даже могут быть неприятные в жизни ситуации, но, опять-таки, здесь вы переживать долго не будете, потому что ситуации именно несут в себе трансформацию, изменения вокруг вас. Вы как будто будете находиться в другой прострации, все будет по-другому, все будет меняться. Я и говорю здесь, что могут быть именно какие-то негативные ситуации, как вы можете на тот момент думать: блин, да у меня сломалась машина, она не едет, значит, вам не нужно туда ехать. Будьте рады, что вас остановили, вас предупредили или вас отвели от беды. Могла бы быть беда. Да, у кого-то может быть как раз-таки с кем-то ссора или развод. Вы будете печалиться, что в вашей жизни все плохо, но это только временно, только потом уже вы поймете, что все это было в ваше благо. Знаете, здесь будут разворачиваться именно такие действия, когда вам будет казаться, что плохо, но через какое-то время, когда в вашу жизнь именно будут приходить положительные или счастливые моменты, вы будете понимать цепочно именно, что та ситуация, если бы не произошла, я бы не была вот в чем-то счастлива и не выиграла бы в чем-то. Я бы в том бы была. И тянулось бы это, или было бы какое-то однообразие жизни, где не видишь, да, света в конце тоннеля. Ты понимаешь, что вкрутишься в чем-то одном. Но именно момент чистки может на вас очень хорошо посодействовать. На самом деле, я вам скажу, чистка, она действует именно таким образом, когда ты сначала ничего не понимаешь. Только проходит какое-то время, только случаются какие-то действия, ситуации в жизни. Кто ведающий, он сразу это чувствует и видит, и понимает. У кого, хочется сказать, не открыт третий глаз, но он начинает воспринимать, что все повалилось, все плохо. На самом деле нет. Сразу нет выходит, нет. Вы будете в чем-то даже сопротивляться, вы будете ругаться или плеваться, да, тут кто-то вот стоит, психует о чем-то, но на самом деле зря вы это делаете, да, принимайте это как само собой, да, вот такое, ну, случилось. Старайтесь с чем-то вот именно с какими-то ситуациями, правда, смириться и хорошо подумать, а может быть даже набраться терпения и подождать. Потому что здесь все идет к лучшему. Все, что не делается, все делается к лучшему. Даже вот есть такая аффирмация. Все, что в моей жизни не происходит, все делается к лучшему. Я могу все. Нет ничего невозможного для меня. Я решаю все мои проблемы легко и просто. И успешно во всех делах и начинаниях. Меня окружают только добрые люди. Вот такие вот аффирмации можете проговаривать. Плюс еще я благодарна, я согласна, у меня все есть.
От вас начнут даже шарахаться люди. Но вот как раз таки, когда начнут шарахаться, радуйтесь. Это не те люди, вам с ними не по пути. Или бы, если бы вы шли или тянулись бы обратно к этим людям, то эти люди несут в себе несчастье, горе, проблемы. Вы это осознаете потом. Даже вы сейчас еще ничего не понимаете. Пройдет время, вы все прекрасно будете понимать. Возможно, даже столкнувшись с этими людьми и защищаясь потом еще от них. Знаете, как вы поймете, что происходит трансформация, изменения какие-то на вас? Или маленькие мальчики будут смотреть, или молодые парни обращать на вас внимание. Также взаимодействовать с вами, не обязательно любовно, да, взаимодействовать мальчики. Подошел к вам мальчик, или подошел с вопросом молодой человек, моложе вас, да, вот так это скажем. Вы должны видеть это как знак. Это знак, что ваша жизнь меняется. А во время трансформации часто еще вот происходит именно зачастую трясет, потрясывает, турбулентность, да, вот это вот, когда что-то ломается, там-то что-то происходит именно. И кажется, что, все как сговорились, против меня настроены, на самом деле здесь идет перенастройка вибраций. Потом вы будете себя чувствовать намного легче. Я бы сказала даже, знаете, как расчистится дорога для больших возможностей или для колеса вот этого счастья, фортуны. У кого-то здесь может быть даже вот выигрыш в лотерейку, да, кто-то выиграет в лотерею, но здесь лотерея скорее будет больше не в лотерею, например, какой-то выигрышный ваш проект. Лежал, и тут стал приносить какие-то плоды, стал действовать. Тут кто-то почувствует вашу силу, что вы не такая-то простая конфетка, вас будет очень сложно прокусить, хотя так хочется. Хочется, знаете, вот поездить на вас. Но здесь вот чьи-то манипуляции именно как раз-таки обернутся кому-то боком. Все зло, откуда пришло, туда и возвращайся. Так и можете говорить, все зло, откуда пришло, туда и возвращайся. Здесь даже вы как-то переоденетесь или что-то новенькое на себя оденете. Настроение такое. Это не просто настроение. Это вами руководят высшие силы. Что вам делать? Это несет в себе что-то. Вы знаете, даже цвет одежды, он несет в себе что-то. Каждый цвет имеет обозначение. Определенно здесь другой цвет, не ваш цвет, не тот, который вы, может, даже любите, или вы в нем не ходили в этом цвете. Возможно, у вас, может быть, что-то появится, да, на вас. Не покупали вы себе желтых шарфиков, ярко-желтых, а купите. Это будет все случайно, да, машинально как-то. Настроение у вас определенно будет другое после трансформации. Даже здесь вы начнете делать те действия, которые вы никогда в жизни не делали. Может быть, сходить на дискотеку, да? Например, когда-то в молодости, может быть, ходил, но вот вы скажете, а пойду-ка я на дискотеку. Или, вот именно то говорю, что вы не делали. Сразу на эту энергию будут тянуться другие люди с другой вибрацией. Знаете, это все так, хочется сказать, вилами по воде, но когда это начнет происходить, вы начнете включать голову, понимать, почему это все происходит. Потому что вы меняетесь. Но здесь идет в лучшую сторону, да, здесь все идет именно в плюс, не в минус. У кого-то на вас будет затаиться обида, этот человек из прошлого, потому что вы обещали одно,
а сделали по-другому. Вот как раз-таки сюда подмешивается вот эта трансформация. Вы когда-то, может быть, что-то пообещали этому человеку, но во время вот этих изменений вы поняли, что вам это не надо. Здесь сразу же идет обида на вас. Опять-таки говорю, все, что не происходит, все делается в лучшую сторону. Здесь выходит иерофант. Это чему-то научит этого человека, а вам что-то за это даст. Понимаете? Не этот человек даст, а судьба даст вам что-то. И, скорее всего, не зря вы откажете в чем-то, да, или поменяете свой выбор, может быть, или свое решение какое-то, хотя вы что-то пообещали. Может быть, открыть совместный магазин, но вы передумали, понимаете? И не зря, и хорошо, и в пользу вам. Вот хочется так сказать. Здесь выходит иерофант. Это научит и того человека чему-то, и вас. Вам, вернее, даже вот на что-то открыть глаза, хорошо, что, может быть, я этого не сделала. Это было не мое, и это бы, да, как-то по-другому бы сказалось, может быть, негативно, как вы будете на тот момент уже думать. Порадуйте себя очень сильно. Здесь радость будет связана с вашей карьерой, с деньгами, с финансами. Здесь у кого-то даже перспективная работа подвернется, как раз которую вы ждали. У кого-то здесь даже не совместный, а свой бизнес, личный бизнес или свое личное дело. У кого-то именно подфартит счастье, да, именно в том, что вы делали, и вы не зря это делали, а вы старались над этим. Вы помните, о чем идет речь. Скорее даже вы в этом ориентированы, даже момент успеха идет в этом. Вы в этом понимаете, вы знаете в этом толк, у вас есть по этому поводу какие-то знания еще. Поэтому вы получаете это. Туз пентаклей. Я вот даже сказала, вы знаете, как кто-то становится знаменитой. Знаменитой. Вот посмотрите на данные карты. Это момент визуализации, да, когда я показываю именно, специально говорю, что вот посмотрите на карты. Момент визуализации. И это будет в вашей жизни. Это произойдет. Исполнение желания. Здесь, кстати, у кого-то даже, знаете, вот как на карточке, да, появляются деньги, но таких денег вы не видели. Или я не ожидала такой большой суммы. Это вас очень сильно порадует. Здесь показывают именно момент, когда человек счастлив. Да, здесь еще солнце выходит. Я бы сказала, даже кто-то может от этого грустить, болеть или печалиться. У кого-то зависть будет. Слушайте, здесь кто-то даже из родственников завидовать вам будет. Такая зависть идет, как будто бы вы далекий человек, знаете, не свой, хочется сказать. Бывает такое. Знаете, бывает даже на расклад приходят люди, у которых вот мать ненавидит дочь, дочь ненавидит мать. Да, или, в принципе, не обязательно дочь, сын, там, да, или отца, или маму, или и так далее, или дети. Бывает такое, или сестра двоюродная, троюродная, там, тетя, дядя и так далее. Но здесь именно кто-то из родственников тут остро будет вам завидовать. Потому что вы добились всего, да, сидите себе в красивых хоромах, схватили удачу за хвост, но наслаждайтесь какими-то деньгами. Здесь будут вас видеть все в ресурсе, да, вы вот как-то именно скорее или проецируете, или вот, знаете, пахнет от вас деньгами. Даже для кого-то воняет деньгами. Но для кого воняет, здесь неустойчиво в том плане, что у человека жизнь складывается не тем образом, или неудачно как-то, да, именно зависть идет от своих каких-то неудач. У вас показывают, я говорю, славу какую-то. Кто-то в чем-то прославится. У вас даже в детстве вам говорили, что вы это умеете. Вы бы могли бы быть известной, например, кем-то. Скорее всего, это касается этого. Да, здесь еще карта может детство проходить, что это может касаться,
что в детстве вам кто-то об этом говорил, что ты в этом талантлива, или ты бы в этом была бы популярна или известна. Также вы можете... Вы на кого-то похожи. Можете на кого-то походить очень сильно. На лицо. Внешне. На какую-то звезду. Вам, может, даже говорили актрису, актера, да, там. Здесь кто-то освободится, вот у кого висел долг, вы сами его сплатите, этот долг, вы. Вы, может, надеялись, что кто-то вам поможет, это сделаете вы сами. Вы заплатите, может быть, даже какую-то крупную сумму, это может быть кредиты. А у кого-то именно, знаете, вот по дураку, я бы сказала, начинается новая ступень в жизни. Жизнь играет по-другому. Когда появляются деньги, вы перестраиваете все заново, по-другому, по-новому. Может быть, даже, вот знаете, переезд на другую квартиру или в другое жилье. Такое самообладание, такая есть гордость, именно в хорошем плане за свои какие-то труды. Вы поймете, да, что вы что-то не зря-то делали, вкладывали свои силы, вот эту скорость какую-то, куда-то торопились. Не зря. Возможно, даже ваши цели, они будут достигнуты. У кого-то даже, знаете, вот как мысль начать что-то еще делать. Или хочется сказать слово такое: деньги делают деньги, да, это когда человек получает какие-то деньги, но он их не просто тратит, он создает на эти деньги что-то, что приносит еще доход. Понимаете? Здесь речь идет о какой-то вот такой, знаете, долгоиграющий доход. Тот, который завтра не закроется. Но здесь такая есть основа под ногами. Чувствуете, что завтра, да, наступит завтра. Вот такое чувство. Но вам не нужно держать зло. Не надо, главное, хитрить. Здесь может, да, проявление даже быть такого некой хитрости. Здесь хитрость ни к чему будет. Да, вы, знаете, это могут быть какие-то такие ситуации, что даже не то, что хитрость здесь. Вас могут тоже пытаться чувствовать, что у вас есть деньги, пытаться обмануть. А у вас может быть хитрость переиграть что-то. Но вам не стоит это делать. Действуйте именно честно, правильно, ровно. Вот хочется сказать, по закону соблюдать правила, платить налоги. Вот так вот. Да, и как у нас была реклама, помните? Заплати налоги и спи спокойно. Вот что-то в таком духе. Знаете, здесь кто-то придет просить что-то у вас и признается в том, что когда-то вам в жизни помогал, тоже давал что-то. А теперь ваша очередь. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.